Слово имеет депутат Дарчигов, подготовится депутату Прокушеву, потом Шаповаленко. 3 минуты. Уважаемый президент, уважаемые народные депутаты, уважаемые гости, хотя их мало осталось наверху, ну ничего. Я бы сюда не вышел бы в трибуну, но вы понимаете, суть дела, я отношусь с репрессированным народом. Вы знаете, что ингушский народ поставил, он не сейчас, он лет 40 добивается своей правоты, но не может никак добиться истинной правды. Вчера было обращение отдано к народным депутатам, уважаемые северо-осетинские депутаты. Они подписали тут все, что ингушский народ, когда вернулся с 57, что им все отдали, что ингуши там не жили. Если ингушский вопрос решится, значит, что-то там получится, Карабах, не голосуйте. Но я бы никогда бы этого не сделал бы. Я вам один пример покажу. Где эти народные депутаты? Почему это они не видят? Видите, дача, берег, где он ванны молочные принимал. Видите? На территории Северной Осетии еще находится. Почему это вы это не видите? Почему не видите? Ни одного, понимаете, наш памятник не оставили. Они все разрушили с лица земли. Ведь вы понимаете, когда нас выстрелили, одна старуха, мне женщина русская говорила, на второй день, когда Берия сделал, понимаете, сход, и один, говорит, вопрос задал Берию: Лаврентий, вернутся ли ингуши домой обратно? Он взял, говорит, коробку, спичку. Если, говорит, мухи сюда выбросим на снег, разве они вернутся? Это было нечеловеческий разговор. Я не хочу обвинять осетинский народ. Я буду обвинять руководителей. Разве можно так подавать? Не голосуйте. Ведь комиссия работала по ингушскому вопросу, дала заключение. Ни у меня не спрашивают, и у вас не будут спрашивать. Не надо так говорить, не голосуйте. Вот они говорят, что это был казахская земля. Я вам зачитаю. Вот прошлого Владикавказа, 50-летие. Это не я писал. Это видите, что тут пишет? Они говорят, что осетины казаки пришли. А я вам сейчас прочитаю. Известный бытописатель Кавказа прошлого столетия Будков говорит, что раньше, до прихода русских, на этом месте расположен был ингушский селен Заур. Не казаки тут пишут, а русские учти. Сами осетины своими намеваниями Владикавказа Заурчикаву подтверждают как бы справедливость показаний Будкова. Заур или, собственно, Заур. А Кау значит селение намевание. Так, никак нельзя согласиться с теми, что на этом нынешнем Владикавказе раньше стоял осетинский аул. Как эта земля принадлежала за памятью ингушам. И вот я взял, после этого разговора, подождите, я взял, понимаете, есть, понимаете, такой народ в мире, этнологический справочник народа. И вот прочитайте, уважаемые северо-осетинские депутаты, что ингуши на равнину пришли в 16-17 веке, а осетины пришли в 18-19 веке. Какая логика? Зачем вы, народ, неправильно говорите? Я прошу вас, народные депутаты, поддержать не том, что мою проблему, месхетинскую, немецкую. Да и в этом зале ни одного человека нет, чтобы не пострадал, чтобы репрессий не было. Зачем не выступающий президент или другой? Надо задевать, уважаемый Михаил Сергеевич. Вас люди уважают. Вы должны... Это вопрос. При выступлении обязательно надо говорить, а вы никогда об этом не говорите. Редко говорите. У меня все. Я прошу, извините меня, конечно. Но прошу вас, поддержите репрессивный народ. Поддержите, чтобы этот вопрос решился. Раз навсегда надо покончить с этим вот так.